Всем привет! Приветствую вас на своем канале Старты Сантье Таро. И с вами сегодня делаем раскладик традиционный на недельку с 28 октября по 3 ноября. Его мысли, чувства, действия и планы на эту недельку относительно вас. И обратите, пожалуйста, внимание, что я уже выложила раскладики на дам и на королей на игральных картах. Цыганский расклад. Посмотрите, пожалуйста. И выбирайте свой вариант, первый, второй или третий. А я перехожу к трактовкам. И единички, дорогие, трактуем для вас и его мысли. Карта бланка ваша, карта крест и карта клевер. Ну что, на этой недельке он содержит вас в своей голове. Никуда вы от него не уходите, никуда он вас не может деть. В мыслях только вы. И он воспринимает вас как должное, как вот даму, которая идет по судьбе. И еще знаете как, вы для него как удача. Вы для него как такая звезда упала с неба ему на голову, да, грубо говоря. Но смотрите, крест немного еще и отяжеляет мысли. Вот мы же видим, я вижу дальше весь расклад, да, я вижу его чувства, его действия. И вот здесь у него какое-то такое, я думаю, что, знаете, как раскладик всего на недельку, я думаю, что здесь какая-то такая хандра или просто осенняя такое вот серость такая в мыслях. Но от вас он никуда не уходит, мыслями он постоянно с вами, вас содержит в своей голове, думает о вас и, в общем, вы для него на этой недельке ведущая скрипка. Так, чувства, якорь, книга, дом. Чувства здесь у него уже такие устоявшиеся, заякоренные, прочные, уже никуда он вас из своего сердца, из своей души, да, и своих мыслей он деть не может. Он мыслями и сердцем с вами и понимает, что вы для него такой вот некий оплот, куда можно прийти. И там всегда встретят, там всегда поймут, там всегда полюбят, приголубят, помогут, подскажут и так далее и тому подобное. Но смотрите, вот здесь вот середина, скорее всего, недельки у него будет какая-то тяжелая. Здесь небольшая такая хандра, я бы сказала, даже вот с намеками депрессии, потому что он немного закроется, начнет... Думаю, что будет такой нервный, немного агрессивный, будет хандрить, будет апатировать, будет заниматься каким-то самобичеванием и заводиться с полоборота. Но это все пройдет, поэтому, единички, дорогие, наберитесь чуть-чуть терпения. В чувствах вы, если вы вместе живете, то ваш совместный дом — это для него как оазис в пустыне. Вы для него такой вот оплот, как я уже и сказала, действие. Солнце, метла, всадник. Вот здесь, в принципе, он будет позитивно к вам настроен. Возможно, он предложит вам что-то, либо куда-то вы вместе поедете, какое-то место посетите достаточно приятное. Но смотрите, здесь он все равно может быть нервным и может заводиться с полоборота, что будет не по его, что будет ему не нравиться, раздражать, и он будет немного вот агрессировать. Так что я думаю, что на этой недельке не стоит просто на это внимание обращать, дорогие. Ну вот такой он нервный, такой он неустойчивый, непостоянный на этой недельке. То люблю, не могу, то нервы, то снова опять мир да лад. Так, планы. Развилка, букет, змея. Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки это поездка куда-то. Не могу сказать, что очень далеко. Возможно, это просто запланированные куда-то поездки там, в торговые центры или куда-то походы.
Ну, такие будничные, да, постоянные, которые вы совершаете со своим партнером. Это первое. Второе, он может вас куда-то пригласить. Возможно, здесь свидание, или преподнесет вам какой-то подарок, сюрприз, или будет как-то особо внимателен, будет флиртовать, сыпать вас комплиментами и будет на коне, как-то проявлять мудрость, хитрость и изворотливость тоже. Но это все, знаете, такое гармоничное. Здесь не обман какой-то, знаете, такой специальный, трезвый, когда все продумано. Нет, тут просто мужчина будет как-то, знаете, вот хитрить, но открыто хитрить, тем более, что вы будете его понимать, все его поползновения и причины такого поведения. Что еще может быть в планах? Также в планах может быть, кстати говоря, приезд некой дамы к вам. И он это планирует, может быть, это его мама. Он планирует, что она приедет, и будете вы это обсуждать. Может быть, вы куда-то поедете. Но мужчина здесь хочет и планирует быть, конечно же, на коне, быть успешным, быть ведущим и управлять ситуацией. Сигнификатор вашего мужчины на этой неделе карты тучи. Ну вот, как я и говорила, да, вот в серединке недели будет что-то с ним непонятное происходить, но из сигнификатора вышел соответствующий тучи. Вот тут, не знаю, он будет, скорее всего, хмурым, таким недовольным, что-то его будет постоянно не устраивать. Возможно, он будет так вот хандрить, юлить. Вот, ну вот на этой недельке он такой вот нестабильный, без особого настроения, будет как-то жизнь ему казаться в серых и темных тонах. Но чуть-чуть перетерпите, и все наладится. Сигнификатор ваших отношений — карта кольцо. Вот здесь либо он предложит вам что-то новое, да, куда-то вот поехать, как я и говорила, да, и вот в действиях, и в планах какое-то предложение он может вам вынести, либо преподнести какой-то подарок, сюрприз, как вот здесь мы видим как раз-таки, что в вашу сторону могут быть какие-то движения достаточно позитивные, либо это просто вот будничная неделька, как обычно. Ничего нового, сверхъестественного на этой недельке не случится. Отношения будут развиваться стабильно, тем более, что и в мыслях он содержит вас, и чувства видно, что достаточно стабильные, заякоренные, такие уже сильные. Я бы сказала, на данный момент непоколебимые. Вот. Это был вариант номер 1, дорогие. Всех обнимаю, всех люблю. Спасибо, что вы были со мной. Всем желаю благополучия, любви, гармонии, счастья и терпения. Берегите себя, берегите своих близких. А я пошла дальше ко второму варианту. Итак, двоечки. И трактуем для вас и его мысли о вас. Карта якорь, всадник и дерево. Отношения с вами, да, и вы уже вместе, скорее всего, довольно-таки давно. Это отношения уже прочные, это отношения стабильные, это отношения заякоренные, укорененные, отношения, когда есть уверенность в партнере, и когда вы понимаете, что вот вы вместе, это стабильно и непоколебимо на данный момент, уж по крайней мере и на какое-то отдаленное будущее уж точно. Вот здесь в мыслях он понимает, что отношения с вами — это уже данность, это уже стабильность, и с этим ничего уже не поделаешь, и он воспринимает это как должное, как само собой разумеющееся. Также здесь, смотрите, есть всадник, некое движение в мыслях. То есть он и понимает, что отношения нужно развивать, отношения нужно двигать. Вот смотрите, знаете, что здесь еще может быть? Что отношения немного застопорились. Знаете, да, они развиваются, но они развиваются очень и очень медленно. А у него уже в мыслях есть желание это ускорить, либо перевести уже отношения в другое русло. Например, если вы долгое время были вместе, уже жили вместе, да, под одной крышей, но не было штампа в паспорте. Вот здесь уже он хочет как-то это узаконить. У него, по крайней мере, в голове есть такие мыслишки,
что пора бы, наверное, все это узаконить, сделать официальное предложение и жить-поживать, да добра наживать дальше. Если вы, например, только познакомились и уже какое-то определенное время встречаетесь, он уже думает о том, что уже пора бы также просто встречи, свидания перевести в более уже серьезный, какой-то более конкретный уровень в отношениях. Чувства тучи, метла и медведь. Вот в чувствах какой-то раздрайв и шатание. Здесь неизвестность, здесь непонятность, здесь какие-то страдания, самобичевание. Непонятно почему. Возможно, потому что он и сам не понимает, что он чувствует, что он хочет. И от этого, знаете, есть такая агрессия и нервные нотки. Вот он может завалиться с полоборота, может как-то агрессивно в некоторых вообще несерьезных случаях, не стоящих того, быть агрессивным, проявлять характер, как-то капризничать, вредничать и так далее и тому подобное. Вот он может, знаете, проявлять вот свой характер там, где он совсем не нужен, и с теми людьми, с которыми, в принципе, это делать не нужно. Зачем? Эти люди и так знают, что ты альфа. Вот здесь он может как-то продавливать и нервно себя вести в чувствах, потому что раздрайв, потому что нет гармонии, потому что все разбалансировано, потому что он как-то вот нервный весь какой-то, непонятно почему. Скорее всего, он просто пока не может принять решение, которое уже принять таки и нужно. Действие Луна, совый корабль. Опять же, смотрите, Луна — это раздрайв и шатание. Он пока не понимает, в какую сторону ему двигаться. Хотя в мыслях, да, я уже сказала, что здесь есть намек на то, что пора бы и как-то развить и расти куда-то отношения с вами уже и перевести в некое другое русло. Но вот в действиях он пока не понимает, как это сделать. Единственное, что он будет делать, это с вами общаться. Вот ментальный уровень здесь в действиях будет достаточно высок. Будет общаться, советоваться с вами. Скорее всего, просто много вы будете на связи, много будете разговаривать, много будете что-то обсуждать, планировать. И он понимает в действиях, что вы всегда поддержите, поможете, наставите на путь истины, потому что вот именно ментальный уровень на этой недельке будет прям вот активен. Смотрите, карта совы, карта корабль за ней сразу идет. То есть разговоры, переговоры, обсуждения, планирование тут будет прям в активной фазе, потому что сам он принять решение не может, потому что здесь раздрайв, шатание и неизвестность и непонятность у него. Потому что в чувствах, смотрите, тоже вот, как я и говорила, раздрайв. Вот мысли более или менее. Вот голова не дружит с сердцем, я бы так сказала. И поэтому в действиях какой-то коктейль непонятностей. Но этот коктейль своих неизвестных, да, множественных, он будет пытаться с вами решить и найти эти неизвестные. И планы. Его кольцо, клевер, сердце. Вот план прям прекрасная триада карт. Для некоторых, я бы сказала, здесь даже он вам предложит свою руку и сердце. Как раз понимает, что это таки подходящий момент. Это для некоторых, не для всех, да. А для кого-то тоже будет некое такое предложение, достаточно приятное, провести вместе время, насладиться друг другом, возможно, какое-то романтическое свидание. Все-таки это расклад всего лишь на недельку, тут каких-то глобальных действий не стоит ждать в раскладе, но за эту недельку может и многое и произойти. Для некоторых жизнь может поменяться на 180 градусов, и вы из просто пары перейдете уже уровень, например, жениха и невесты. Вот тут прям явно такой намек есть. Ну а для некоторых это просто он планирует провести с вами время, преподнести вам какой-то подарок, ну вот, быть с вами, в общем. И сигнификатор мужчины на этой недельке, каждая развилка, как я и говорила, мужчина находится на развилке, он пока не понимает, куда ему двигаться, в какую сторону.
уже точно и конкретно, но почву прощупывает, как мы видим, да, потому что в планах есть достаточно позитивные, достаточно приятные действия и запланированные какие-то решения у него. Скорее всего, также по развилке здесь сигнификатор, да, понимание того, что жизнь после вот реализации вот этих планов у него изменится и пойдет совсем по другому пути. Вот тут перемены могут быть у него лично. И сигнификатор ваших отношений — карта Сад. Ну, достаточно легкие отношения, общение активное, посещение каких-то социальных мест, да, там вместе будете, там, не знаю, пойдете в торговый центр или пойдете куда-нибудь развлекаться, кино, театр, галереи и так далее. Или просто будете много времени вместе проводить, например, в соцсетях. Будете постоянно вот на связи, как мы видим, да, будете постоянно списываться, созваниваться, что-то обсуждать, ну, вот, находить какие-то общие интересы. И это был вариант номер 2. И я желаю вам всего самого хорошего, всех обнимаю, всех люблю, всех благодарю, что были со мной. И, конечно, будьте любимы, будьте здоровы, будьте счастливы. До встречи в других моих видео. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет это очень приятно. И, конечно, комментируйте. Жду от вас обратной связи, комментариев, общения, в общем. И иду дальше. И троечки трактуем для вас и его мысли о вас на этой недельке. Аисты, тучи и солнце. Но видит он вас достаточно в позитивном свете. Тут можно говорить даже о любви, о привязанности, о дружбе, о каких-то отношениях, в которых есть уже стабильность, в которых есть уже такие вот достаточно теплые, можно сказать, семейные отношения, когда партнеры уже вот на одной волне, когда они вместе понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда и так далее. Вот тучи, конечно, нам немного здесь омрачают малину, но в окружении таких прекрасных карт, я думаю, что здесь просто человек иногда вас недопонимает, или у него в голове, знаете, вот туман, ну, который быстро рассеивается благодаря вам, потому что вы проявляете свою любовь, нежность и ласку. Вот судя по аистам, вот здесь вы достаточно такая в его мыслях нежная, ласковая, та берегиня домашнего очага и уюта, который ему так нужен и важен. Чувства: корабль, корабль, письмо и змея. Чувства здесь, ну вот, я думаю, что на стадии некого развития. Чувства здесь, кстати, как раз таки вот, я думаю, что эти отношения не сильно давнишние, думаю, что, ну и не совсем молодые, конечно же, если здесь он видит у вас уже достаточно такую вот приятную личность и расположен к вам достаточно тепло и благосклонно. И вообще я думаю, что уже и здесь можно говорить и о любви, как я и говорила, да, в мыслях. Ну и в чувствах здесь тоже. Вы партнеры, вы соратники, вы вместе, вы постоянно на связи. Здесь также можно говорить, конечно, о желании, об интиме. Тут по змее можно сказать, что и, конечно, в сердце, да, в душе он видит вас красивую, самодостаточную, уверенную, сексуальную, такую активную, мудрую, умную. Ну вот женщину с большой буквы, такой вот королевишную, как эта змея в этой колоде, да. Женщину в самом расцвете сил, в самом расцвете лет, вот то, что ему сейчас нужно. Действие: букет, дерево и метла. Вот здесь он будет
Активен в меру, я бы так сказала. Ни много и не мало. Вот в меру. Будет осыпать вас подарками, какими-то комплиментами. Может и реально подарит букет цветов. И будет как-то своими действиями, своими словами еще больше ваши отношения укоренять, как-то вот, чтобы с вами, знаете, вот отношения, чтобы уже вросли, чтобы они стали более стабильными, более укорененными, чтобы вы тихо, мирно шли вместе по жизни, чтобы вы отношения развивали, расширяли, чтобы отношения росли и перерастали уже во что-то большее. Но здесь, смотрите, карта метла нам опять же портит всю малину. Что же здесь может быть? Тут могут быть небольшие, знаете, о, Господи, притирки, когда люди вместе ну там, да, начинают более серьезную стадию в отношениях, тут уже начинается вот конфетно-букетный период, он проходит, и тут начинают люди уже притираться, приживаться, вот слово забыла, хоть убей, не могу вспомнить, ну да ладно. Ну вот небольшие какие-то могут быть ссоры, конфликты, недопонимания. А вот как мы и видели, да, у него в мыслях он чуть-чуть недопонимает, и в действиях тоже, видимо, чуть-чуть коса на камень у вас попадет. Но здесь не сильно критично, так что сильно не переживаем, мы просто беремся терпения и понимание, действия, клевер, сердце и ваша карта бланка. Ну, будет он вам декларировать всем своим существом, всем своим душой и сердцем, что вы для него важны, что вы ему нужны, что он вас любит, ценит, желает. Вот здесь тоже прекрасная такая триада карт, и на этой недельке он будет к вам прям расположен, и будет вам говорить о своей любви и своем расположении к вам. И сигнификатор его на этой недельке вот карта книга. Вот опять же, хоть он и планирует, да, с вами любовь, ваши отношения с вами как-то развивать, но вот тут он будет, знаете, больше, наверное, изучать вас, пытаться разгадать, раскусить в вас все ваши привычки или то, что вы ему не показывали до этого, не декларировали. Вот он здесь будет пытаться изучить вас. А сам пока будет сидеть, отмалчиваться и на контакт вот активно, да, со всей своей открытой душой, с открытым сердцем он пока выходить не будет. Вот здесь больше изучение, чем трансляция себя. И сигнификатор отношений на эту недельку — карта кольцо. Ну вот здесь, видимо, от него будет исходить некое предложение, да, может быть просто вы будете, ну, типа бег по кругу, но судя по вообще всему раскладу, здесь бег по кругу, но этот круг все будет шире, шире и шире, потому что вы будете друг друга изучать, будете друг другу как-то находить ключики, особенно он тут будет активно себя вести. Будет изучать вашу персону, вашу личность, что вы любите, что вы не любите, как, что, где, когда, почему, зачем, в общем, все вопросы. И здесь, конечно, от него можете ждать некого предложения. У кого-то, опять же, судя по вот его планам, это может быть и предложение руки и сердца, а может быть он просто как-то вам предложит отношения усерьезней, да, например, там предложит вам жить вместе, если вы просто раньше встречались. Это был вариант номер 3. Всех обнимаю, всех люблю, всех благодарю, что были со мной, смотрите мои видео, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. И всем желаю, конечно, благополучия, любви, гармонии, терпения, взаимопонимания. Будьте здоровы, будьте любимы, будьте счастливы, берегите себя и своих близких. Со всеми прощаюсь.
До встречи в других моих видео, дорогие мои. Всем пока!